На учет в налоговом органе 28 торговых точек. Глава местной администрации начинает традиционный сход с отчета о социально-экономической ситуации в селе. Одно из главных достижений: за последние месяцы ликвидировано несколько свалок. Работы по ним еще продолжаются. Гагарин улица, Впрочем, проблема незаконного вывоза мусора в селе, как и во многих районах республики, наболевшая. Свалки, конечно, ликвидируют, но, как считают многие в зале, пока люди не научатся не загрязнять окружающую среду, эту проблему полностью не решить. Мусора примерно 200 тысяч. Мусор свалка самая, несанкционированный, стихийный свалка жвалцаря. 200 тысяч свалка дает несколько лет, то что царь радует зла. Но 7 миллионов на шера радует, опущен мусор. С 200 тысяч я вот цена трансформатор вот я. Еще одна проблема, поднимаемая на сходе, это дороги. За последние месяцы в селе Верхние Очелуки сразу на нескольких улицах появилось гравийное покрытие. Этого благоустройства местные жители просили еще на прошлом сходе граждан. Одна из улиц, попавшая под ремонт, Лермонтова. Здесь проложили 350 метров гравия. Это еще не все решенные вопросы. Еще был вопрос светофор. Вот я на Белой школе улица Кутузова и Безеева в Смешке. Сейчас председатель, заместитель председателя правительства республики Шугагиев Магомед установил самолюбие светофор. Многие жители просят проложить тротуары, наладить освещение и создать рабочие места. Последние появятся уже в скором времени, обещают местные власти. Жителям сообщают приятную новость. В селе скоро начнут возводить новую школу на 700 ученических мест. Участок земли под строительство объекта подарил односельчанам один из местных жителей. Школа даже вот в конце этого села, оттуда Бирежда, 1-2 класс ходят сюда в центр. Так халдицы Бирежда, кеги Бирежда. А давно оно и балхалче, так мы что дальше. Машины делила, жалежда, дуахамда. Дик-дик тиги школа хайч. Вот такие сходки, мне кажется, их нужно даже чаще делать, потому что именно вот здесь решаются самые такие острые вопросы, которые касаются нашего села. На сходе говорили и о вреде энергетических напитков, а работники регионального центра гигиены и эпидемиологии напомнили, как важно прививать детей, чтобы потом не обходить медицинские учреждения. Лина Цычуева, Мейрбек Межоев, Новости 24.